Как известно, по поручению депутатов парламента Генеральная прокуратура Абхазии занимается расследованием обстоятельств заболевания депутата Аслана Бжани. Ранее в рамках доследственной проверки в Москву выехала следственная группа Генпрокуратуры, где опросила лечащих врачей и семью Аслана Георгиевича. Заместитель генерального прокурора Ишсо Какаля проинформировал депутатов об итогах проведенной работы. Опрошенный 27 мая 2019 года лечащий врач, заведующий первым неврологическим отделением клинической больницы города Москвы имени Буянова, сообщил, что 18 апреля 2019 года, примерно в 18 часов, был вызван в реанимационное отделение для осмотра и консультаций госпитализированного пациента Бжани Аслана Георгиевича. На момент осмотра пациент пребывал в ясном сознании, жаловался на нарушение дыхания, глотания, а также слабость в руках и ногах. Согласно сопровождавшей пациента медицинской документации, представленной в больнице города Сочи, пациенту был выставлен клинический диагноз синдром Гиена-Барре. Пациенту с целью постановки медицинского диагноза были проведены МРТ, анализы крови на определение инфекции, анализы спинномозговой жидкости, определение скорости проведения импульса к нервам. По результатам указанных мероприятий, ввиду превышения в спинномозговой жидкости уровня концентрации белка и отсутствия в крови значимых нарушений, был установлен официальный диагноз синдром Гиена-Барре, подтип острая моторная сенсорная аксональная полинейропатия, являющаяся наиболее тяжелой формой указанного синдрома. Настоящая болезнь может быть вызвана инфекционным заболеванием. Однако в организме Бжани инфекции, спровоцировавшей настоящее заболевание, обнаружено не было, ввиду чего установить причину возникновения заболевания у Бжани не представилось возможным, что является очень распространенным явлением в практике, так как болезнь в настоящее время не до конца изучена. Утверждать о наличии внешнего возбудителя возникновения данной болезни у Бжани не приходится, поскольку химико-лабораторным исследованием его биоматериалов и внешним осмотром пациента наличие признаков внешнего воздействия на организм не обнаружено. Далее он сообщил, что отравление ботулотоксинами, а также известными ему ядосодержащими веществами не влечет возникновение и развитие заболевания синдрома Гиена-Барре. И при лечении данного заболевания, являющегося аутоиммунным, увеличение концентрации в крови тяжелых металлов не влияет на развитие болезни пациента. Ишсо Какаля также поделился информацией о состоянии здоровья и диагнозах телохранителей Аслана Бжани, Кесоо Дарсали и Ливана Бжани. Врачи говорят, что то, что явилось причиной их отравления, это то, что они употребили внутрь. Воздушно-капельным путем такие вещи не передаются. Такое отравление быть не может. Там по сопровождавшим лицам предстоит еще прояснять ситуацию. Я считаю, что по историям болезней, которые мы получили с их согласия, и в НИИ Склифосовского, и в больнице имени Сечина, я считаю, что мы должны назначить комплексную комиссионную судебно-медицинскую экспертизу и по ее результатам судить о том, что там произошло. Там есть некоторые неточности, и, в общем-то, там вопросы остались. И вопросы очень серьезные. Депутаты поинтересовались, сотрудничает ли Генеральная прокуратура Абхазии с членами семьи Аслана Бжани. Как отметил Ишсо Какаля, у сотрудников прокуратуры состоялась встреча с супругой Аслана Георгиевича, по мнению которой Аслан Бжани был отравлен. Однако по данному факту она отказывается делать официальное заявление. Я бы хотел ясно снести некоторую. Понимаете, как вот эта проверка, которую мы проводим, такого рода проверки по большому счету проводятся по настоянию семьи, по заявлению пациента или члена его семьи. Этого заявления у нас нет. Она сказала, что вот это заявление, которое мы написали в интернете, считайте это нашим заявлением. Ну тогда, говорю, мы должны сотрудничать, по идее. Я вам не доверяю. Ну что, они считают, что его отравили там и так далее. Это заявление семьи. Тогда вы должны с нами сотрудничать. Мы приехали установить истину. Не доверяем. Понимаете, протокола этого у меня нет. В допросе это не указали. Она отказалась. В данном случае я считаю, что помощью серьезной могло бы, скажем так, убеждение семьи в том, чтобы они предоставили нам историю болезни. Понимаете, людей, которые нам в этом помогли бы, я не нашел. Если они есть, мы будем только благодарны. Если смогут убедить семью, дать нам историю болезни. Для установления истины. Как отметил Ишсо Какаля, результаты биоматериалов Аслана Бжани, сделанные в Германии и в Москве, отличаются. По словам московских медиков, на практике такое расхождение встречается часто. И как подчеркнул заместитель генпрокурора, врачи не берут за основу лечения анализы, сделанные в других медучреждениях. Спикер Народного собрания Валерий Кварчи поблагодарил Генеральную прокуратуру за проделанную работу. Хочу поблагодарить Генеральную прокуратуру за ту работу, которую они смогли за этот короткий промежуток времени сделать. Я думаю, что еще многое надо выяснить, и будет выясняться. По мере выяснения отдельных деталей, я думаю, вы нас будете информировать.
Еще раз спасибо вам за то, что вами сделано. Генеральная прокуратура Абхазии продолжает расследование обстоятельств заболевания депутата парламента Аслана Бжани. Генпрокуратура обратилась к компетентным органам России с запросом об оказании правовой помощи для проведения ряда следственных действий по установлению обстоятельств и причин болезни депутата Аслана Бжани и его охранников. Алика Трапшин, Ильдар Дамиров, Руслан Орлов. Абхазское телевидение.